Власти борются с последствиями ливней, а в МЧС между тем предупреждают: сыро, ветрено и дождливо будет еще как минимум пару дней. Чтобы дышалось легче, больницы Ингушетии принимают новые аппараты искусственной вентиляции легких. А за стеклом целый мир, в котором хранится история. Всероссийская акция «Окна Победы» в нашем выпуске. Здравствуйте, это новости 24. Начинаем выпуск с информации от МЧС. В течение суток 9 и 10 мая в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. На реках подъем уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. Будьте бдительны. Значительные потери от непогоды уже понесли частные жилые дома. У многих затопило дворы, огороды, вода проникла в комнаты, у некоторых погибла живность, в основном куры. После обильных дождей ситуацию на водных объектах местные власти обещают держать под контролем. Барсуки, Карабулак и Троицкая в репортаже Светланы Томовой. Обильные дожди в регионе, которые шли несколько дней, привели к угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасных районах. В сельском поселении Барсуки из-за сильного потока воды в реке смыло грузоподъемный кран. В момент дождя он находился под мостом, где велись строительные работы федеральной автодороги. Значительный урон нанесен сельскому хозяйству в частных домовладениях. Все, что было высажено в огородах местных жителей, смыло в одночасье. Среди пострадавших и Магомед Муружев. По его словам, такой картины за все годы ему еще не доводилось встречать. Вода к нему попасть с реки не успела, хоть и живут в метрах 100 от берега. Но она вышла во дворе и подвалах прямо из-под земли, чем и нанесла немалый урон его хозяйству. подряд кеги аюги. Ну давай, что здесь туалет ачуешь. Я гордоку. Вот хатеш гвал. Са берки югзану вот воды дежде. Хан дали самуди. Смотки жек, зин ждет кус. Эту дамбу буквально разорвало на части. На первый взгляд это и неудивительно, потому как арматуры, связывающие это бетонное берегоукрепительное сооружение, совсем не видно. Чтобы не допустить выход реки из берегов, местные власти начали активно заполнять их бетонными блоками и высыпать гравий. Благодаря такой работе удалось избежать еще больших последствий потопа. Волна сбидера, что держать, он в течение до 3 часов примерно уровень аялся. Солдат, я успокоиться для этого. Ситуацию властью, канаха, хамбяда. А так дальше комиссия создать более подробную информацию. Но мы работаем. Хожу доктор, дали андали. Мы проверки. В Карабулаке картина получше. Вода реки Сунжа успела немного выйти, но местные власти успели вовремя подогнать тяжелую технику и сделать искусственную дамбу. Затем вырыть и искусственную защитную полосу, чтобы вода не потекла по улице. Местные жители также были оповещены в случае необходимости покинуть свои дома. Улица Заречная, эвакуация. На улице ждет автобус. Пункт город, школа, гимназия. Для жителей были подготовлены автобусы и пункты временного размещения. Но по словам Азраила Джандигова, все отказались и временно уехали к родственникам. Городские власти заявляют, что готовы к любым сложностям, вплоть до эвакуации населения в случае реальной опасности, но надеются, что до этого не дойдет. Мы ввели режим на территории города Карабулак, режим повышенной готовности. Данный режим у нас не отменен. У нас имеются оперативные группы, которые ежечасно проверяют спад или же подъем уровня реки, которые сразу же докладывают председателю КЧС.
По мере необходимости, если в случае чего у нас будет если повышение уровня реки, мы готовы провести все необходимые мероприятия, как оповещение, как эвакуирование, также и берегоукрепительные мероприятия мы готовы. В сельском поселении Троицкое также прорвало дамбу. В некоторых местах вода успела выйти из берегов и затопить ближайшие дома и огороды. Всего пострадало около 120 домов. Несмотря на проливной дождь, работа местными властями не прекращалась ни на минуту. Они успели укрепить часть берега, выложили мешки с песком и высыпали гравий для более сильной прочности. Где-то в обед время, когда уже пик подъема воды было, и вот эту дамбу пробило, вот эти большие, вы как видите, большие огромные плиты, монолитные, как щепку поднял его. В общем, пробило, и так вода прошла. Но вода в сторону станицы не пошла, не затопила. Так, подтопления были некоторые, подтопления. Там огороды, там подвальные помещения и так далее. А так вот серьезного, глобального ничего такого не было. Вы сейчас видите вот состояние данного водозабора. Жители говорят о том, что шлюзы не были открыты. Если бы были открыты, может быть, последствия не были бы такими. Насчет этого шлюзы, они контролируются, должны были, конечно, открыты. Они не открыты. Вода проходит вот так вот по кругу. Они так вот стояли, этим шлюзом, уже эти шлюзы построены в 1968 году, по-моему, если я не ошибаюсь, с прошлого века. Поэтому они не в рабочем состоянии, не работают, по-моему, я тоже не знаю. Вчера утром, 5 часов, я с Сечоем Хасаном, когда мы сюда прибыли, уже недоступно было подойти, река поднялась. Мы вчера целый день, особенно в обедное время, река полностью поднялась. Если 10 сантиметров где-то осталось перелить воду, вода перелилась бы. И в связи с этим я позвонил командиру войсковой части, здесь военчасти, прислал он 50 человек, более 100 машин вчера было подвезено, щебень, песка, мешках засыпали. Вот особенно самое большее место, где прорвало. Здесь, где мы сейчас находимся. Жители этой улицы собственными силами укрепляли берег реки. Более 700 машин грунта было высыпано здесь же. Но во время этой стихии вода все же вышла из берегов и затопила улицу и подвалы домов. Справиться своими силами уже не представляется возможным, так как трактор, который они вызывали вновь закрепить берег реки, просто не смог справиться и застрял. Здесь необходима уже более тяжелая техника. Если же до дождя не успеют это сделать, последствия будут куда плачевнее. Пол берега, вот, который мы уже насыпали, уже смыло. Если бы вчера вода не спала, и остальное бы она тоже пошла бы через все эти участки. Не знаю, если возможность какая есть нам или помочь, или что-то сделать, эти берега, или укрепить. А пока местные власти городов и сельских поселений устраняют последствия стихии, в МЧС прогнозируют вновь дожди и ливни до конца недели. Главное теперь быть готовым к любой ситуации. Светлана Томова, Магомед Аскиев. Новости 24. Особенно от дождей пострадали прибрежные территории такой большой реки, как Сунжа. По словам главы администрации одноименного города, причиной предотвращения столь большого ущерба стали профилактические меры. На данном этапе также реализуются все меры по нейтрализации урона после разгула стихии. От паводка пострадали сады и огороды на территории близ реки, а также был разрушен мост в районе города под названием Сухая Сунжа. Поступило через телефон горячей линии 112 более 19 заявлений, которые мы сегодня создали комиссию при администрации. Будем определять нанесенный ущерб. В основном у нас подтоплены дворовые территории, огороды, сады. Вот этот ущерб мы будем сегодня как бы определять и выезжать на место. Также по городу Сунжа в районе улицы Сухая Сунжа унесло наш такой пешеходный мост. Опять же, улицы по городу есть разрушения на некоторых улицах, грейдерные улицы. Будем вот эти улицы ремонтировать.
10 699 больных коронавирусом выявлено за минувшие сутки в России. Общее число болеющих составляет 187 859 человек. Выздоровели 26 608 и 1723 умерло. В Ингушетии официально подтверждено 1108 случаев заболевания, 66 в тяжелом состоянии, 18 находятся на ИВЛ. Выздоровели 250, умерло 28 человек. Остаются под наблюдением 1155 человек. Нужные как воздух аппараты искусственной вентиляции легких поступили в больницу Малгобека. Их установят в инфекционном стационаре, где лечатся больные коронавирусной инфекцией. Для них это жизненно необходимая техника и большой шанс на выздоровление. Харун Аздоев с подробностями. В медучреждениях региона продолжают создавать резерв оборудования. До настоящего момента Малгобекской районной больницы использовали всего лишь 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Впрочем, врачи готовы к любым сценариям развития ситуации с коронавирусом, и на дальнейшее увеличение технических мощностей больницы направлены все силы. Для заразившихся коронавирусной инфекцией, чья болезнь протекает в тяжелой форме, крайне необходимо нахождение на искусственной вентиляции легких. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации и соглашением, заключенным между Минпромторгом России и правительством Республики Ингушетия, получено 10 единиц аппаратов ИВЛ, 2 из которых уже поступили в распоряжение медперсонала Малгобекской районной больницы. Оборудование мобильно, оно также может работать в автономном режиме на аккумуляторе. Это один из шагов по укреплению медицинской базы для борьбы с ковидом в Ингушетии. В рамках водооснащения больниц в задействованном борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сегодня поступило 10 аппаратов ИВЛ. Сейчас мы находимся в Малгобекской центральной районной больнице. Здесь мы останавливаем 2 аппарата. Еще 2 аппарата везутся в Сунжицкую центральную районную больницу, детскую республиканскую клиническую больницу, Назранскую районную больницу и Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщило руководство Малгобекской центральной районной больницы, полученные ими аппараты прошли необходимую процедуру государственной регистрации в Росздравнадзоре и повысят общую готовность региона к борьбе с пандемией. Это медоборудование без преувеличения для некоторых пациентов является жизненно необходимым. Со дня нашего открытия ежедневно на ИВЛ в больнице находилось от 2 до 3 пациентов. Запас ИВЛ аппаратов у нас 4 аппарата имеется. Но видя то, как прирастает количество пациентов, которые к нам поступают, к сожалению, у нас не пошел процесс на убыль, а пациенты все... Амбулаторная помощь, мы видим, как она оказывается. То есть актуальными мы ожидаем, что поступления еще будут. Ну и, соответственно, конечно, потребность в них очень высокая. На безопасность и защиту города воинской славы и всего района работает и само переоборудованное инфекционное отделение. Больные и работающий с ним персонал изолированы от внешней среды по всем правилам. По словам медиков, смерть от удушья, которая возникает у пациентов с COVID-19, очень страшная. Но при этом до сих пор находятся те, кто не верит в существование вируса и угрозы заражения. Одним из таких скептиков был Рашид Цароев. Нарушая режим самоизоляции, он продолжал способствовать и без того быстрому распространению болезни. Результат такого поведения не заставил себя долго ждать. 3-й день уже сегодня. Уже лучше, хорошо себя чувствую. Одышек уже нет. Это в первую очередь контакты. То, что контактируешь с людьми, вот в этом все это идет. В моем случае вот так. Хотел бы попросить людей, я уже не хотел бы переболеть это. С 27 апреля на территории Малгобекской центральной районной больницы развернуто отделение на 100 койко-мест, оснащенное на 70% подачей кислорода. За этот период по линии скорой медицинской помощи на лечение поступило 93 пациента с диагнозом COVID-19 и категория больных, которые имеют тяжелую степень сопутствующих заболеваний. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом почти достигло критической отметки, но пока наша система здравоохранения справляется с навалившейся задачей. Могут ждать холодно, где придина. Ладно, аппетит тяжелый, гюашно, чахал, возьмет дал, да, то луры, чахижап, тук хейжат, луры, тук дуалаза дата леца, тук дуалаза дата лос, луры да и хавтадук.
Работники МСРБ выразили уверенность в том, что коронавирус отступит, а вот аппараты вентиляции легких еще долго послужат районной больнице. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Акция ко Дню Победы, адаптированная к условиям пандемии, прошла в городе Воинской Славы. Водителям автомобилей раздавали маски и георгиевские ленточки. Набор необычный, но актуальный, чтобы жители берегли себя от незримого врага и помнили тех, кто своих жизней не щадил ради последующих поколений. Ради нас. Репортаж Микаила Тангиева. Если вечером автолюбителям раздают воду и финики для разговения, то днем этому доброму жесту предшествует акция по бесплатной раздаче масок и георгиевских ленточек, инициируемая главой республики. На этот раз волонтеры вышли на улицы города Воинской Славы Малгобек, чтобы в прямом смысле уберечь жителей от смертельной заразы 21 века. Защищен значит вооружен. Это мудрое латинское изречение, старо как мир, крайне актуально в сегодняшней ситуации по всему миру. Водители охотно останавливаются по просьбе волонтеров, чтобы не только поблагодарить ребят за их труд, но и предостеречь жителей от нависшей угрозы. Легко шквадра, лорли адаря. Лорбал без, моста мадир по всему миру делать. Если весь мир, а вы тише даст, не вы хочешь дать, хака чадер. Allah реасали реакции такие хачны, jadi камда пойд бош, хамда, ака дигар худорса вы вежерич кулурлуш, бокол цадаш, война, вахтан алар беш цададалар, бокол дикудер, науча, аду масна цада, яш худца двач адмичдой, набарца болбуй. Несмотря на дождь, который то останавливается, то лед как из ведра, акция проходит в штатном режиме. Комитет по делам молодежи, молодая гвардия, юноармейцы и просто школьники горят желанием вручить горожанам маленькие, но такие важные для всех подарки. Участники и организаторы акции прекрасно понимают, что делают доброе дело, и поэтому не сильно жалуются на дождливую погоду. Хотя у нас погода сегодня чуть-чуть подвела, идет дождь, но все равно у нас получилось раздать около 1000 масок и 1000 георгиевских лент. Сегодня получили жители города Малгобек. Также мы раздали вот эти стикеры, наклейки для машин. Многие игнорируют призывы врачей надеть маску, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. К примеру, в Германии за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф до 5000 евро. Мера суровая, но желание нарушать отпадает на месте. Легче всего не надеть маску и дышать через нее, чем проигнорировать средства индивидуальной защиты и уже завтра получать кислород при помощи аппарата ИВЛ. Молодой или взрослый, бедный или богатый, с крепким иммунитетом или без. Коварный вирус может настигнуть любого из нас. Но в силах каждого поберечь себя и своих близких, не пренебрегая элементарными правилами безопасности в этот опасный период пандемии. Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Тяжелое ранение, несколько лет в плену и тоска по родине. Все это испытал Абдулазиз Местоев. Ветеран Великой Отечественной войны оставил о себе мало информации. Семья ветерана находится в поисках подлинных фактов из жизни своего родственника. В годы войны служившего в Швейцарии в советской дипломатической миссии. Репортаж Даны Плиевой. Родился Абдулазиз Местоев в 1918 году. Призывался он Малгобекским районным военкоматом в 1939 году на службу в Приволжский военный округ. Туда отправился с паспортом своего старшего брата, поэтому во всех документах был записан как Багаудин. В Приволжье солдат работал водителем гусеничного тягача. Началась Великая Отечественная, его часть была переброшена в Белоруссию. В боях под Вязьмой Абдулазиз получил тяжелое ранение в голову и попал в плен, где находился до 1942 года. Там он был водителем немецкого полковника, захватив которого он и бежал к своим через линию фронта. Вообще-то сам немногословный был, но очень хорошо владел немецким языком. И по фотографиям, вот, и по некоторым там его скупым, так сказать, рассказам, не нам, конечно, а своим братьям там, и по этим данным фотографиям, так у нас сложилось впечатление, что он был водителем посла СССР во Франции. А с 1942 по 1946 год до самой демобилизации ветеран служил в советском дипломатическом корпусе в швейцарском Берне. Как известно, Швейцария во время Второй мировой осталась нейтральной страной посреди воюющей Европы. В ней на законных основаниях работали дипмиссии враждующих стран. Чтобы узнать какие-то детали о службе отца за границей, Юсуп многократно ездил в российский МИД, но дипломаты не спешили делиться, видимо, засекреченными данными о работе своих атташе в Швейцарии. Мне так и не сказали,
как он очутился в Швейцарии, во Франции, каким образом он там очутился, никаких данных нет. Единственное, мне сказали, там никто вам такую информацию не даст. Единственное, что знает семья, это то, что отец был в разведке, но какая это разведка, до сих пор неизвестна. Сам ветеран никому из родственников о своем боевом пути не рассказывал, но из писем и надписей на обороте фотографии известно, что он был знаком с генерал-майором авиации Вихаревым. Вот какую характеристику прислал на имя Местоева сам Александр Вихарев. На протяжении с ноября 1944 года и весь 1945 год товарищ Местоев проявлял себя безупречно выполняющим свои обязанности. Честный, скромный, трудолюбивый, постоянно держал машину в боевой готовности. Так было на всем протяжении работы во Франции и Швейцарии. Как водитель он был исключительно внимательным и выполнял обязанности в любое время суток и на любое расстояние. На одной из фотографий написано, что сделана она в 40-х годах в Берне, на улице Цветочной. Это та самая улица, где проходило действие известного фильма «17 мгновений весны», где профессор Плейшнер пришел на конспиративную квартиру, которую указывал ему небезызвестный Штирлиц. Вы придете на улицу под названием Цветочная. Вы должны пойти по четной стороне домов. И, проходя мимо дома номер 9, посмотреть на окно во втором этаже, слева от парадного. Цветочная, дом номер 9. Возможно, что здесь рядом находилось и то самое место, где во время войны бывал Абдул-Азиз Местоев. В Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова сведений о ветеране тоже немного. Здесь лишь фотографии, переданные родственниками, и небольшая информация о первых годах службы Местоева. У нас в архиве хранится его папка. В папке хранятся только его письма, документы, фотографии. Медали, орденов у нас нету. Ветеран ушел из жизни в 1988-м, на 70-м году жизни, сохранив в секрете информацию о том, где находился в период Великой Отечественной войны и не сказав ни слова даже самым близким родственникам. Разведчик Абдул-Азиз Местоев с честью выполнил долг солдата и по праву является одним из лиц победы, приближавшим завтрашний день, 9 мая. Самый значимый вот уже на протяжении 75 лет для всей нашей страны. День, который ждали 4 долгих года. Дана Плиева, Лейла Гайсанова, Новости 24. Член Общественной палаты России Лейла Амирханова приняла участие в международной онлайн-конференции «Великая Победа объединяет народы», посвященная 75-летию Победы. Встреча прошла в дистанционном формате, где наша землячка представила все народы Кавказа, ковавшие победу на фронтах Великой Отечественной войны. Инициаторами встречи выступили сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Участниками стали школьники, представители ветеранских и общественных организаций и городов-героев. Телемост соединил участников из России, Беларуси, Армении и Казахстана. Цель встречи – сохранить память о войне и победе и напомнить молодому поколению, насколько важно чтить подвиг советского солдата. Подвиг защитников Кавказа оценен по достоинству руководством страны. Города Малгобек, Грозный, Владикавказ, Нальчик – всем присвоено звание города воинской славы. Боевое братство и трудовой подвиг людей разных национальностей стали гарантом Великой Победы. Несмотря на то, что немцы рассчитывали на межнациональную рознь в СССР, дружба народов стала одним из составляющих факторов в обеспечении победы над фашизмом. Благодаря дружбе народов наши отцы и деды завоевали для нас эту победу. Низкий им поклон каждому из них со всех концов нашей многонациональной России. Новая акция, которая обещает стать доброй традицией. «Окна Победы». В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны дети украшают окна своих квартир и домов рисунками и фотографиями на военную тематику. На стеклах летящие журавли, вечный огонь и георгиевские ленточки. О семьях, присоединившихся к этой акции, расскажет Тамара Хашагульгова. Покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните, песню свою отправляю в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Портрет ветерана, белые голуби, рисунки. Свое окно победы в семье Цычоевых украшали до поздней ночи. Сейчас доделывают последние штрихи. 8-летний Самир и 5-летний Абдулла знают о брате своей бабушки только по рассказам старших. Ведь он умер задолго до их рождения. Но не видели, не значит, что не помнят и не знают о славном боевом пути красноармейца. Хусейн Зейтович Миржоев в ряды советской армии был призван в 1941 году. Защитник Сталинграда, Ростова, Западной Украины прошел всю войну. До начала войны служился в составе 135-го танкового полка, который дислоцировался в городе Пятигорске. После ранения и долгих дней лечения был выписан и получил 45-дневный отпуск на родине.
После отпуска снова пошел на фронт. Уже в Сталинградске был контужен. Вернулся с войны в 1945 году. В город Кокчетав, где находилась его семья, имеет 6 медалей, орден Отечественной войны 2-й степени. Не стало Хусейна Дзейтовича 20 лет назад, но родные и близкие помнят и гордятся им, стараются брать пример с ветерана. Еще одно окно победы, еще одна история. Чтобы превратить его в настоящее произведение искусства, Амина Цычоева постаралась на славу. Еще бы, ведь это дань памяти ее родному деду Зааму Цычоеву. Сержант, в его обязанности входило размагничивание бомб. Занятие рисковое, но в то время смерть поджидала на каждом углу. Он служил в отдельном танковом батальоне военной части 9140. Он был дважды ранен в Ленинграде. Первый раз, когда его ранили, его переквалифицировали на другую должность. В госпитале Куйбышев, где он был доставлен, когда был впервые ранен, его наградили медалью за отвагу. Его переквалифицировали на другую должность. Он с риском для жизни каждую секунду размагничивал и обезвреживал зажигательные авиабомбы. Так, признав негодным военной службы после второго ранения, его отправили в Казахстан, вслед за депортированным народом. После войны Заам Цычоев прожил чуть больше 30 лет. Все это время он лечился. Боевые раны не давали покоя ни днем, ни ночью. Однако стойкости и чести никогда не терял. Такими запомнился близким. Нисло, борт, справедливость, отдых, вегас кеметтл, яшил, ярсиметтл. Изметтик, хаштож, варз, духомал олчхан, тхоготе. Ыштхал, нахс бартхал, қуанлым ыштхал дача оқтығын нахтыр оқ цилелдой. Нахтыр бартыца амар дачан дыне ыштхалы жия, ызарцын даккик. И таких историй по всей Ингушетии наберется сотни. Даже ходить далеко не надо. Вот к памятной акции присоединились и в Сундже. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Ибрагиму только 5, но возраст не помеха. Он вместе со своей старшей сестрой и братом превращает окно в их небольшой семейный архив. Фотографии и письма от тех, кто ковал общую победу. В семье Мейриевых таких немало. Все биографии хранятся в небольшом альбоме, который собирали всей семьей. К поколению победителей относятся Сейнароев Абдурахман, Мейриев Юсуп, Евлоев Хасан, Дишниева Рабия. Почти все вернулись с фронта, за исключением одного Абдурахмана Сейнароева. В честь него названа и улица, на которой они живут. Мой прадед, Сейнароев Абдурахман Умарович, в звании сержанта служил в 53-й гвардейской стрелковой дивизии. Был отличным снайпером. Погиб в бою 5 апреля 1944 года. Я прадедов видел только на фото. Я знаю о них по рассказам семьи. И мне рассказать всем на свете охота, что они воевали, чтобы выросли мы. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, поведать о суровых событиях своим родным и близким. А кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. Но как бы там ни было, мы, потомки, должны свято чтить память о них, наших храбрых воинах. Тамара Хашагульгова, Магомед Шоухалов, Новости 24. Мясо, мука, сахар, фрукты, финики и многое другое. Объемную продуктовую помощь оказали малоимущим семьям братья Картоевы. Они подхватили инициативу главы региона. Сахар раздали по дворам Назрановского и Малгобекского районов. Всего более 80 наборов. Подробности у Хавы Гагиевой. Священный Рамадан – месяц благих деяний, оказания поддержки и взаимопомощи. Добрые дела, совершенные в эти дни, приумножаются в 10 раз. Самая чистая и светлая акция «Мехсах» продолжается. И на этот раз она порадует более 100 семей Малгобекского и Назрановского районов. Этот продуктовый набор удивляет своим разнообразием. Помимо продуктов первой необходимости, таких как мясо, мука, сахар и чай, тут еще и макароны, фрукты, финики и всеми любимые шоколадные конфеты. В общем, помощь, которая окажется по вкусу каждому. Подключиться к акции, запущенной по инициативе главы Ингушетии Махмута Али Калиматова, решили и братья Картоевы, Кало и Мурат. Раздать помощь малоимущим – вот главная их цель, признается борец. Сегодня в связи с карантином, в связи с эпидемией, остро нуждающихся людей очень много, поэтому я попросил имамов, глав районных администраций, чтобы они мне дали списки остро нуждающихся
людей. И сегодня мы хотим раздать продукты питания именно им. Семья Картуевых объединилась в едином порыве помочь нуждающимся. Каждый набор собирает общими усилиями, бережно и с любовью, а главное при этом соблюдает все меры индивидуальной защиты. Список семей готов, продуктовые наборы собраны. Настало время основной миссии – распределить помощь по машинам согласно заранее составленным спискам и отправить их до конечного пункта. В машинах более 80 продуктовых наборов. Они отправляются в Малгобекский район, а это более 5 сельских поселений. В списки попали и те, кто оказался в тяжелом положении из-за эпидемии коронавируса, и те, кто не могут работать. Мехкасах – это акция, которая объединяет всю республику. Для семьи Бековых в условиях пандемии многие вопросы решать и крайне сложно. Учитывая скачок цен в последнее время, эта помощь очень полезна. Поддержать тех, кто оказался в сложной материальной ситуации, может каждый желающий. Руководство региона призывает всех, у кого есть возможность, помочь нуждающимся в период пандемии. А каждое доброе дело в месяц Рамадан – это еще один повод заслужить довольство Всевышнего. Хава Гагиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.